В общем, наш проект называется «Задание модели безопасной школьной среды с помощью дизайна». Вот и здесь два базовых слова. Это задание моделей, вот, и второе это с помощью дизайна. Вот, просто мы сейчас где-то 2,5 месяца работали, там изучили 3 школы, две школы в Бишкеке и 1 школа в Орловке. Вот, и в принципе этого достаточно, чтобы, знаете, появилось какое-то мнение такое, которое может распространиться и на другие примеры. Вот, вначале, когда вот к нам Володя Коротенко обратился, да, мы дернулись, как обычные архитекторы, дизайнеры, думали там что-то красивое сделать. Потом выяснилось, что в школах там, какая бы даже хорошая ни была, там есть там разруха, ограниченный бюджет, и как-то руки начали опускаться. Вот. Потом в интернете все там друг другу пуляют картинки красивые, европейских школ, там, финских, там, каких-нибудь еще. Все это красиво, но в какой-то момент, знаете, наступает стопор. Ты не знаешь, вот, с какого бока ко всему этому подойти. Это как вот в ресторан приходишь, у тебя меню, там, в кармане там денег немного, а это, меню такое богатое. Вот, и вот мы начали это все смотреть, исследовать. И, знаете, вот пришли к нескольким таким умозаключениям. Первое, я думаю, что в принципе вопрос не в деньгах. То есть вот сейчас, если бы даже вот этим школам всем свалились какие-то деньги баснословные, да, я вот, на 100% уверен, да, что это были бы какие-то затраты такие, ну, неуместные. В чем проблема? Проблема в том, что знаете, так вот мы свою работу назвали диагностикой, вот, и она нам позволяла отходить от таких вот расхожих таких терминов, там, красиво, некрасиво. Отойти от таких вещей, да, которые, связаны это со вкусом, да, там, красиво, некрасиво, там, да. На самом деле проблема в чем, вот, то, что мы столкнулись вот со школой, да, вот, с этой, даже не оформлением школ, да, а некой такой средой, да, вот, которая такая психологическая, что ли, да. То есть оформление это только верхушка айсберга. Вот, и когда люди, администрация школы пытается там с помощью оформления там что-то немного приукрасить, да, это, вы знаете, допустим, вот, какая-то хроническая болезнь, а ты там пытаешься эти таблетки какие-то, да, пить такие, гомеопатические. То есть на самом деле в чем проблема? Первое, это вот большинство школ, да, подавляющее, это кабаны советских времен. То есть там заложена какая-то определенная структура, да, вот это набор помещений. И что самое такое, может быть, не очень хорошее, это повторяются все эти шаблоны, да, вот, когда вот мы еще там учились, там, не знаю, там 40-50 лет назад, да, в школу сейчас приходишь, в принципе, то же самое, те же уголки, там, да, этот НВП, там, ветеранские, там, я не знаю, там. То есть, получается, что жизнь уже другая, да, дети там все в интернете, там, да, вот они ошиваются, они знают, что в мире происходит, учителя там все, вот эти манеры поведения, да, вот какие-то да, они все такие догматические. То есть на самом деле проблема не в этом, не в оформлении там, да, школы, не в отсутствии денег, а в том, что сейчас вот то, что внутри школы находится, оно не может жить в старой форме. То есть вопрос вообще переформатирован, некоторого апгрейда. Вот, и эту проблему невозможно решать с помощью только какого-то ремонта, да, там, украшения каких-то уголков. Поэтому мы, когда начали с этим связываться, у нас это команда там, из 5 человек, это архитекторы, дизайнеры, вот, ландшафтный дизайнер. В итоге мы вот нашу работу назвали это протонавигация. Когда вот для нас, вот, для архитекторов, да, школа это некое тело. Вот оно вроде бы внешне такое большое, аморфное, да, но внутри него там есть какие-то пустоты. И
какие-то пустоты, они активно живут, да, вот там какая-то вот атмосфера интересная, какие-то они, наоборот, как эти закутки, там какой-то гадюшник, не знаю, там что-то ничего не происходит. И это как бы не случайно. То есть внутри любого тела, да, есть, ну как вот у нас это позвоночник, да, там нервная система, да, внутри любого тела школы, да, есть тоже какие-то группы помещений, да, или пространств, которые ну, более сильно влияют на общую атмосферу. Вот. И мы начали изучать эти пространства, как бы их взаимосвязи между собой. Это все назвали, это протонавигация такая. То есть те какие-то базовые, не знаю, помещения, там, пространства, какие-то простенки, да, видовые точки, которые задают внутреннюю структуру. Вот. И второе наше как бы было ноу-хау, мы вот весь этот набор каких-то ситуаций, да, которые в принципе во всех школах они ну, почти что одинаковые, мы их называли паттернами. То есть это некие модели, образцы, с которыми можно работать. То есть вопрос свели не к тому, что там красивее что-то сделать, не красивее, а к тому, что во всех школах есть набор проблем, набор каких-то моделей, образцов или помещений, да, которые надо сейчас попробовать переформатировать. Вот, первая школа, с которой мы ну, начали заниматься, это была 65-я школа, вот это эколого-экономический лицей. Вот он в центре города такой, в принципе, внешне такой благополучный. Вот. Каждую школу мы для себя как-то находили метафору. То есть вот эту школу, там 65-ю, мы для себя назвали такой модернистской. Потому что там куча таких фишек была заложена, да, которые обычный человек не замечает. Это какие-то большие холлы, да, вот там фонари верхнего света, там какие-то эти рекреации, там. То есть архитекторы, которые это все проектировали, они туда заложили идеи. Вот, а потом, когда администрация сменяется, одна, вторая, третья, там и большинство вот этих помещений, они как бы не используются нормально. Вот, то есть вначале мы изучали территорию. Вот, если взять это 65-ю школу, то вроде бы вокруг нее там нормально все, там зелень есть. Ну, начали смотреть, и оказалось, что вот, вот единичка это такая площадь для линеек, она более-менее живет. Все остальные пространства, они может быть из-за того, что там один вход, который как бы блокируется, и все остальные входы, они закрыты. И вроде бы школе тесно, да, в то же время у нее вот, есть масса пространств, которые не используются. Вот первое, здесь такой закуток, они хотят сделать беговую дорожку. Ну, вроде бы идея нормальная. Второе, у этой школы, в отличие от многих, есть шикарный внутренний дворик. Когда мы узнали, что вот некоторые знакомые, по-моему, дочь Натальи, да, она проучилась там сколько, 10-11 лет, она ни разу в этот дворик не вышла. Понимаете, это потом и есть как бы нормальная такая вот, парковая зона, она как бы и не к школе не относится, и не к жилым домам. Вроде бы как некая конфликтная ситуация, но она в принципе могла бы, вот, если бы вот эта модель была бы, да, срабатывала, когда администрация работает с муниципалитетом, с местным сообществом, это могло быть наоборот общим каким-то парковым этим. И вот еще здесь такой маленький плац, где раньше было занятие НВП, вот там эти линеечка, там они должны были маршировать. Вот, здесь был хороший выход, его заблокировали, и все, здесь как бы ничего не происходит. Все дети бедные, они вот здесь как бы ошиваются. Вот, и для себя мы выбрали вот эти места, вот, и начали как бы делать такой комплекс мер, чтобы их оживить. Вот первое, нашим любимым местом был этот внутренний дворик, вот потом там, где идет плац, вот, и беговая дорожка. Вот беговая дорожка, вернее, эта зона такая, вот, что она сейчас из себя представляет? Это стенка, яма там для прыжков в песок, вот, и какой-то такой пустырь, там в конце него там стоит несколько турников, и там, видимо, пацаны
подтягиваются. Вот мы с чем столкнулись? Вот школа, администрация школы, она как бы решила здесь сделать беговую дорожку, чтобы ребята могли бегать. Потому что у них нет своего этого стадиона. Вот, но вы знаете, вот, чтобы пространство работало, да, недостаточно вот какой-то одной функции. То есть там надо, чтобы это была и прогулочная зона, там какие-то надо эти скамейки ставить, не знаю, эти деревья сажать, рык, чтобы этот был, да. Потом стенка там, вот можно там граффити делать. То есть это должно быть многофункциональное пространство. Ты побегал туда-сюда, это все как бы одна операция. Но там надо, чтобы могли гулять там это. И мы сделали такое предложение. То есть в начале, то есть всю эту зону разбили на 3 части. Первая, вот эта зона мы отдали для маленьких. То есть это младшие классы, вот в школу пришли, здесь какие-то могут быть террасы, не знаю, там конструкции, и они лазят, здесь нормально охрана, там все это видно. Вот, потом идет это 60, там сколько-то метров, 48 или 50, я не помню. Это, в 3 полосы дорожка, но чтобы она не была только беговой, мы первое, что сделали, ну, предложили посадить деревья, между ними поставить скамейки, там рычаг, чтобы вот это. И здесь вот такой нехороший проезд, это зеленая изгородь. И получается это место, да, где в принципе можно как бы не только бегать, просто там, не знаю, гулять там, вечером там эти могут люди там, кто вокруг живет, тоже как бы это. Вот. А сзади там вот уже для взрослых пацанов там как бы, ну, нормальные эти снаряды. Вот. И чтобы это все место как бы жило, было предложение вот на этой стене сделать такое граффити. Вот. И там был прикол, чтобы, вот вы знаете, вот в чем проблема, да, вот когда администрацию выслушиваешь, да, вот, у них такой этот, у всех это такая песня, как бы, такая жалобная песня там, да, вот это. Все, в принципе, упирается в ремонт. И это надо, то разваливается. Ну, понимаете, вот это немного какая-то вот ситуация, да, мы никогда это не догоним. Вот если будем только, да, это. То есть проблема в том, вот на вот этом участке, да, вот, например, вот если мы только делать самое необходимое, да, это будет, ну, функциональная дорожка и все. Надо решать ситуацию принципиально, то есть надо создавать среду. А это некое комплексное решение. Вот, и для меня вот часто вот, чтобы какая-то задачка решилась, да, нужна какая-то метафора. Вот, и когда я завязалось, да, что здесь это первые классы, да, потом идет дорожка, и здесь уже там эти старшики там собираются, да. То есть, и тогда вот эта стена с граффити, да, это, знаете, как она может изображать как человек, да, вот, что с ним происходит за время обучения в школе. То есть некий рост личности, да, вот какие-то поступки геройские там, да, или наоборот какие-то эти. И оно как бы, понимаете, это получается да, модель, в принципе, всего учебного этого процесса. Вот, как человек пришел маленький туда, да, и как он потом это. И вот из таких маленьких вот находок, да, оно начинает, вот какие-то простые функциональные штуки, да, такие полуремонтные, да, они начинают в какие-то истории превращаться. И вот это ощущение, понятие вот этой среды, да, о чем мы говорим, да, там, безопасной, там, да, или комфортной, или дружеская, да, она вот из таких вещей это собирается. То есть можно, конечно, придумать какие-то образцы, там, да, модели, но вот этот момент, да, какого-то интерактивного взаимодействия, да, чтобы что-то слепилось, да, он в каждой школе, в каждой ситуации, он как бы специфический. Ну вот это вход в эту зону, вот детская площадочка. И вот вроде бы здесь люди бегают, а по краю вот эти скамеечки, там, да, вот эти деревья нормальные. Вот это вариант граффити, может быть, неформальный такой. Возможно, там разные варианты. Ну, так вот предложили. Можно его там раз в год делать и менять. Коллеги, вот здесь интересно, что, скорее всего, вот это воплотится. То есть я не знаю, как все ли дизайнерские решения будут воплощены, но здесь очень интересно, и Гульмира Кирилловна, вам, может быть, тоже будет интересно, что здесь мы уже, вот почему важен дизайн и мысль вот эта пульсирующая, да, потому что вот то, что сделала наша дизайнерская группа, мы представили как самой 65-й школе и их попечительскому совету родительскому.
комитету. Понятно, что у местной власти не было средств на эту реализацию, но значит, мы решили, что это у нас будет как раз элемент софинансирования, мы хотим тоже показать это вот и в том числе для наших доноров, то есть как бы что часть из этих вот решений воплотит проект, а часть возьмут на себя, мы еще, извините, торгуемся, сколько там, какой процент, но по крайней мере это очень интересно и здорово, то есть по крайней мере, что это можно будет делать. И у нас сейчас будут семинары по всем регионам, вот там что-то 21 семинар, что ли, мы должны провести будем, и мы хотим вот такие вот решения просто предлагать местным властям, да, то есть, как бы, потому что они так или иначе, мы ведь должны понимать, что Министерство образования занимается контентом, да, то есть, как бы, вот, и практически у вас нет этого направления, а все равно вот этот ремонт и все это находится в рамках местных властей, поэтому здесь должна быть работа с местной властью, здесь должна быть работа с этим вот, ну, как бы, родительским сообществом. Еще один момент, вот, когда Лан говорил о том, что вот путь, то есть мы тоже думаем о том, что если воплотить вот в этом, ну, в виде граффити это путь героя, да, то есть, например, какие-то, то есть это может быть вот путь ребенка как путь героя, да, то, что мы говорили, или, например, какие-то мифологические сюжеты, то есть, как бы это тоже, Эмиджи Парич, то, что вы говорили, задает вот это пространство гармонизации, то есть физическая гармонизация, духовная гармонизация, и вот такое простое пространство, и в принципе это достаточно недорого. Вот все это решение нам, ну я не помню, то есть это около 4-5 тысяч евро все вместе, но это не запредельно для огромной школы, да, то есть как бы вот я просто про это хотел сказать. Спасибо. Хорошо. Вот типичный пример. Вот слева плац военный, да, из-за того, что здесь нету выходов, как бы, да, вот напрямую, он простаивает. В то же время, говорю, вот школе не хватает. У них нету ни стадиона, там, да, ни каких-то дополнительных площадок, а под боком она есть. Вот, в принципе, можно как бы совместить, сделать и спортивную, и развлекательную вещь. Вот это аналоги, вот мы там много информации перебрали, то есть как спортивная площадка сочетается с какими-то игровыми, ну, такими молодежными. Вот это их знаменитый дворик, ну, в принципе, он зеленый, он есть, но он как бы не работает. Вот, и там люди что-то периодически пытаются как бы там сажать, там но вы знаете, в чем проблема? Просто вот формат вот учебного процесса, говорю, вот он с каких-то древних времен практически не изменился. Вот и когда смотришь те же частные школы, ну те же Белимканадов, да, вот как у них эти мероприятия проходят, у них, например, время каникул они используют для каких-то художественных мероприятий, там у них арт-резиденция есть, то есть у них школа никогда не простаивает. А здесь получается как бы там летом это все, да, вот или на каникулы там, или выходные, оно как бы все ничего не работает. Я о том, что никакие деньги, никакое оформительство, никакие там материалы дорогие для оборудования, да, они не решат проблему, если внутри школы, да, не будет желания там что-то изменить, вот как бы найти какие-то более живые такие формы работы там с учениками. Вот. И второе, да, тоже этот важный вывод для нас, это то, что вот сейчас как бы вот это, ну, это постсоветское время, там вся эта инфраструктура культурная, да, вот эти клубы там какие-то, эти обучающие там эти кружки, они как бы в упадок пришла, то есть очень много там этих, ну, всякие эти мечети там какие-то, или там торговые там, да, вот эти, в этих в садиках, да, и школа, да, она вот в окружении жилого района, она не может быть просто уже только учебным заведением. То есть рано или поздно это будет такой культурно-образовательный центр. То есть помимо обучения он должен еще нести какую-то функцию для окружающих. Вот мы вот с группой как бы коллег вот сделали предложение, не знаю, как к этому отнесется как бы директор школы, ну, нам важно было это показать. То есть мы сделали такие разработки для этого внутреннего дворика, там, система площадок, там, скамеек, навесов, маленьких там фонтанчиков. И смысл этого всего, чтобы какие-то мероприятия, какие-то занятия можно было проводить в этом дворике. Тем более, если лицей называется эколого-экономический, да, как-то странно, что как бы дети, да, они напрямую с природой как бы не это. У тебя под боком это все есть, ну сделай урок рисования на улице там, да? Или из этих листочков там собери этот коллаж какой-то там, или снеговиков там зимой там это
Вот это эскизное предложение, это вид из окна директора школы. Вот, например, один из вариантов, вот здесь первое это мощение, брусчатка, через которую трава проступает. Вот идет серия каких-то там скамеек, навесов там. Вот и здесь можно, говорю, урок рисования, например, проводить, или ботаники там, да, или там, не знаю, там чего-то. Вот, второй вот формат, это есть как бы такая внеплановая работа, да, когда какие-то кружки могут быть, да, вот. Нормально было, да, вот если ваш ребенок бы там, помимо этих уроков, да, вот мог уметь делать фонарики, например, да, вот, или, не знаю, там, какие-то композиции, да, вот, из этих листочков, там, и с ним занимался не учитель рисования, который сидит на окладе, а можно было приглашать хорошего маститого художника, который мог сделать этот мастер-класс или воркшоп провести, например. Это, в принципе, это все реально. Вот чем отличаются действительно вот эти государственные как бы, школы от частных, да, что у них действительно вот есть и как бы по времени выпадения, да, вот, там, каникулы, праздники. И второе, там есть масса вещей, да, когда вот какие-то, вроде бы не хватает классов, вот они рекреацией занимают, да. Тут же вот вокруг дворика идет по периметру куча помещений такого складского этого назначения. Но из-за того, что как бы дворик все время закрыт, туда не попадешь. Вот любой бы там, не знаю, частный как бы этот владелец школы, да, как бы, он бы там сделал уже эти нормальные обучающие курсы, там, не знаю, кружки какие-то, да, чтобы там можно было и вечером заниматься, и выходные. Поэтому я о том, что вот этот дворик, он может жить только в одном случае, если у школы, да, найдутся какие-то новые форматы работы. Ну вот это вот система таких вестибюльной группы, которую мы выделили. Вот ее идет моделирование 3D, и в таких моделях мы, говорю, не занимались оформительством, а определяли такие наиболее важные акценты. Вот это существующий вестибюль, ну такой-то дежурный, то есть весь этот набор там, да, вот это символика там, какая-то информация там, потом эти кубки. Для школы это может быть нормально, но это недостаточно уже для такого, то есть здесь не хватает какой-то публичности. Это должно быть таким уже общественным пространством. Вот поэтому мы там предлагаем, ну первое, что практически нигде нету нормальной стойки ресепшн. Охранник сидит, монитор, как бы, который наблюдает за всем, он находится не у охранника, а в кабинете директора. То есть охранник только за всем наблюдает чисто визуально. То есть вся эта система как бы, видеонаблюдения, она практически она формальная получается. Вот, наши предложения какие? Вот, в любом вестибюле есть какая-то большая стена. И вот вместо того, чтобы делать там какие-то мелкие там, да, вот эти финтифлюшки, там, да, может быть сделать нормально какое-то одно такое базовое изображение, что ли. Это может быть принт, роспись, там, рельеф. Вот это образец рельефа там. Стилизация такой рощи, там, деревьев, не знаю. Там. И пространство сразу из такого формального, да, оно превращается, знаете, публично, некий холл, как, не знаю, там, в каком-то центре, да, вот ты туда приходишь, там уже другое ощущение. Даже маленькие простенки, да, вот, когда они находятся в каком-то интересном месте, они сразу превращаются в акцент. И тут такая маленькая наклонная стенка, вот если ее выкрасить и там эти часы повесить, там, логотип школы, он уже становится знаком. Вот, и здесь вот дана как бы такая мягкая мебель, вот стойка ресепшн, там, в принципе, он никому не мешает, зато это цивильно все будет. Вот нормальный уголок, здесь обычно какая-то информация такая, ну, как в каждой школе, дежурные стенды. Вот мы предлагаем от этого уйти и просто делать эти, чтобы там действительно можно было и посетить, и вся информация как бы неформальной жизни школы, она могла быть видна. Это просто такие базовые вещи, которые для многих школ, они, знаете, они повторяются. Вот в этом месте, это нормальный холл, он такой, ну, примерно, не знаю, там 6 на 9 метров, там 50 квадратных метров, там 60 может быть, да? Он проставит, потому что там уголок ветеранов войны. Вот наше предложение, вместо таких уголков, да, каких-то, делать нормальные детские уголки там, да?
если нет средств на какую-то нормальную мебель, там, мягкую, там, не знаю, какую дорогую, в принципе, из тех же палет это все как бы делается там, делаются там эти подушечки, да, нормальная подсветка. И здесь уголок, где дети могут и общаться, да, и какие-то занятия можно неформальные проводить, как бы это, во время уроков там, да, вот, там видеопроектор поставил и что-то показываешь. Вне уроков там можно. 77-я школа, она находится на юго-западе. Вот и после 65-й, мы когда туда приехали, у нас было странное ощущение, что мы попали в другую страну. Вот. Мы для себя мы ее назвали Мексика. Вот. То есть, но это как бы нет, это без издевок, там просто другой, это, знаете, другой дух, да, там брутальный, серьезный какой-то. Здесь вот на двух слайдах показана просто территория школы, она огромная, и это хорошо. Но она слишком огромная, им не хватает сил ее как бы благоустраивать. Вот. И эта школа, она находится в окружении вот этой малоэтажной застройки, и для вот большинства вот этих людей, которые вокруг живут, она является неким таким, ну, вот, она заменяет, да, и парк, и спортивный этот стадион, там еще что-то, да. То есть она является точкой притяжения. Вот здесь мы выделили несколько зон, это входная. Вот здесь проезд, и такая площадка, она какая-то ущербная, что ли. То есть ее как бы надо развивать. Потом здесь была у них для линеек, это просто там такая грязюка, там, не знаю, глина. Вот. Идет такой класс, он тоже пустой, сейчас видите, да, вот, вышел, ни одного дерева. А сюда классы выходят, эти спортивные, как его, зал, столовая. То есть напрашиваются нормальные вещи. И вот здесь вот блок с маленькими классами, дети когда выбегают, им некуда бежать. Вот это вот, мы смоделировали как бы эти несколько зон вокруг этой школы, и вот когда это все сделали, она такая стала почти что идеальной школой. То есть озеленение, правильно? Первое, не только озеленение, вот эти площадки как бы, и вокруг них это, то есть это мощение, озеленение, там какие-то малые формы. Вот, например, на входе там делаются нормальные скамейки, там, да, перголы, там, от проезда зеленый изгородь, там, да, потом несколько деревьев, там, какие-то кустики. В принципе, уже этот более-менее цивильный этот вид. Вот, тем более, что туда вечером приходят эти мамочки вот, с малышами, там, то есть им некуда ходить вообще. В этом смысле, что поэтому территория школы, она здесь выполняет две функции. Собственно, для учащихся и для тех, кто рядом живут. Вот это место для линеек, и там две такие цистерны, там, я не знаю, там или водозабор, там, или что-то там насосное. Вот, и они в таком виде были, как бы каком-то стрёмном, и вокруг все такое, да. Вот, но если это все превратить, взять их, вот мы предложили как бы их разукрасить, и они из такого технического там сооружения такого, да, превращаются в некий арт-объект. И вокруг уже как бы зона, да, она становится как бы другой. Ну там, понятно, мощение надо, да, там что-то там облагоустроить, и мы как бы отыгрываем вот эту пустоту. Это вот ребята там, да, предложили работа называется «Мама, я отдыхаю после школы». Вот там большая мама, и внизу, видите, камешек, и там маленький такой слоненок, он как бы приютился, да. Вот еще одна площадка, это с западной стороны, там, в принципе, из столовой сделать выход, терраса, и там можно как бы летом вот эти летние лагеря, там, да, какие-то семинары, конференции, она как бы нормально будет жить. Это площадка для детишек с севера. Вот это схема, то, что мы называем протонавигация, мы выделяем эти базовые зоны какие-то, то есть не занимаемся украшением там каких-то, да, вот рисованием, мы выделяем базовые пространства и плоскости. Это вот уже как бы такая визуализация идет и трехмерная модель. Вот, и на каких-то стенках прямо действительно они целиком выкрашиваются, на них потом дальше могут размещаться там средства информации. Ну вот, например, да, вот стенка, да, вот та же галерея вот, выдающихся людей, там, в принципе, это уже как бы будет такой более современный подход. У них между двумя блоками есть переход, и там, ну, он как бы такой сейчас, как маленькая такая галерейка. Вот, и нам
это место понравилось, вот, мы предложили сделать, превратить его в нормальное как бы, пространство. Это пространство, оно будет не проходным, а там можно проводить какие-то уроки рисования, маленькие выставочки, там, не знаю, презентации. Вот, в принципе, там особо много там ничего не надо. Стены перекрашиваются, там, освещение, какие-то эти панели там ставятся, на которые можно там что-то прикалывать. Там. Вот, и пол там в порядок приводится. Вот примерно так это может выглядеть. Вот, вот на чем я хотел еще сейчас остановиться, там буквально на пару минут, это вот везде, говорю, не хватает помещений, да, но вот во всех школах практически актовый зал, они как эти, ну вот как вот в кыргызских этих домах, да, это комната для гостей, там раз в год она это используется, ну 2 раза в год там. Я там несколько лет назад как бы сотрудничал с этим, с Аутсаут, американский университет, это, вот, ну знаете, да, в районе Асамбая. И у них нет этого понятия такого закрытого как бы этого. У них все пространства работают. И самое большое это вот атриум, в котором все время что-то происходит. Вот, и мне кажется, это принципиальная позиция, да, что вот школа как бы все время жалуется, что у нее нету там этого, того нету. На самом деле у всех есть мощные активы. Это какие-то или помещения, или какая-то территория, там, или какие-то закутки, да, которые могут нормально работать. Надо просто на них по-другому посмотреть. Вот здесь какое предложение? Мы когда начали изучать планировки, выяснили, что здесь вот, видите, да, вот крестиками зачеркнуто, там стенка, за ней огромная кинопроекционная, которая она не работает и никому не нужна. В принципе, если это все сносится, там помещение увеличивается. Вот, и ну вот здесь мы аналоги предложили, то есть вместо вот этих занавесок, рюшек, да, делать нормально открытая сцена, там, да, с чистыми стенами, потолками, где можно там заниматься, там, не знаю, музыкой, да, какие-то семинары, там, или, может быть, 2-3 класса вместе могут одно там, занятие провести, там, типа как лекция. То есть, в принципе, это нормальный актив. Вот для таких актовых залов, да, вот, в принципе, может использоваться эти телескопические трибуны. Вот, они уже здесь появились, в Казахстане это делается все, они как бы не такие дорогие. То есть, когда не надо, они задвинули сюда, надо, там несколько рядов выдвинул, а дальше стульями. В принципе, это... Когда вот мы ходили по этой 77-й школе, все время ощущение, да, вот эти коридоры, холлы, они какие-то маленькие, и такой, как ты в полуподвале находишься. Вот все время что-то не хватает воздуха, там, да, вот какого-то пространства. Вот, а когда спустились в подвал, там просто обалдели. У них куча помещений, которые просто простаивают, они Я когда начал смотреть спецификацию, да, там планы, там, например, у них большие помещения, да, там написано там кладовая для лыж. Да, потом вот, видите, розовым, да, здесь был огромный тир, они вот пополам разделили, и там дети как бы проводят уроки физкультуры, но это ужас, там линолеум такой вздыбленный, там, ни вентиляции, ничего, то есть я к тому, что сама школа, она не сможет это сделать. Вот если бы там удалось это как-то им соединиться и сделать, например, там какие-то фитнес-залы, там, да, тренажерные какие-то залы, которые вечером могли работать на население, а днем, например, на школьников, тогда бы это был бы вот какой-то эффект. Вот. И мы здесь, нам понравилось это помещение существующей библиотеки, вот видите, там самое такое яркое пятно. Туда спустились, ну, обычная как бы история, да, это такая, то ли библиотека, то ли это кладовка книг, то ли там еще что-то там. Оно такое все вялое, как бы, и само помещение классное. Вот, и, то есть это везде проблема, да, и я думаю, просто надо ее один раз вот обозначить четко, да, что вот библиотека в таком виде, она уже, это уже анахронизм. То есть там сам актив, да, вот этого помещения, да, то, что это расположение интересно, да, то, что там у детей сейчас уже другие запросы. Вот, и мы сделали несколько предложений вот на эту тему. Все как книгохранилище убрали в отдельное помещение, там, такую типа кладовки. А сам зал его превратили в место, где можно читать, заниматься, проводить какие-то встречи, воркшопы, там, семинары, вечерние показы, обсуждения какие-то там, фильмы вместе смотреть. То есть должно быть это интерактивным местом. Но это может работать только в том случае, если это администрация школы это понадобится. Потому что
эта тетенька, например, да, которая там, библиотекарша, там, да, которая работает там до 3, до 4, потом уходит, и ничего не надо, как бы это тоже это нонсенс. Там либо надо во вторую смену, там, либо, не знаю, что-то. И я вот говорю, это везде так вот. То есть, говорю, чисто вот какими-то денежными делами там, да, или оформительскими проблему не решишь. Там должна быть какая-то внутренняя перестройка. Иначе это все это. Ну вот это моделирование пространства, то есть очень простые эти формы, там, чистые, как мебель, которую можно переставлять очень быстро там. Вот когда говорим о безопасности, да, вот у них, вот в этой школе, да, большой там есть борцовский зал, вот, и в принципе это как бы нормально для ребят, да, но, это, знаете, это как бы получается, что у детей, да, как бы один выбор только вот как бы нет вариантов. И вот в этом смысле, да, библиотека, да, вот если она появилась бы, да, это на самом деле, это вроде бы она мелкая, маленькая, там, ну, 2 комнатки, да, на самом деле она дает как бы детишкам, да, другую перспективу, другой выбор вообще. То есть другой тип общения, когда ты можешь прийти там и что-то там со своими детьми там что-то, ну, коллегам пообсуждать там что-то, в интернете, не знаю, там, пригласить какого-то интересного человека на встречу. Есть вот такие маленькие штуки, да, которые не требуют больших денег. Это для нас, это в этом проекте, она как бы фишка. То есть мы старались искать какие-то зацепки, да, когда ты можешь в одной точке, да, что-то там немного покопать и как бы и что-то как бы сделать. Вот. Не ждать там каких-то больших. Вот это вот спуски в подвал, да, вот спуск это в библиотеку, и, как говорится, театр начинается с вешалки, да, вот это. Вот если мы хотим что-то там переделать в подвале, в библиотеке, надо сделать со входа. И вот друзья подсказали, вот, есть классная технология, да, когда из этой битой керамической плитки, да, которую можно там, ну, бесплатно там набрать там где-то на стройке, там, в магазинах, из них делаются нормальные такие эти композиции. И вот именно для 77-й школы это могло бы быть фишкой. То есть это какие-то дорожки, там, стенки, не знаю, там это. Вот в них есть какой-то такой, азиатский там, или латиноамериканский колорит какой-то. Вот. И он для этой школы нормальный будет. Вот еще одна фишка, это в подвале вот эти есть приямки вот, у библиотеки, там обычно какие-то вот, там окурки, не знаю, бычки, там что-то такое, да? Ребята предложили сделать сад камней. То есть ты это вычищаешь, там какие-то камешки выложил, там, да, что-то там, сетку поставил, вертикальное озеленение, и смотришь, чтобы не сорили. И в принципе у тебя под окнами, да, ты сидишь там, занимаешься, у тебя вот перед твоим лицом там какая-то такая красота. В принципе это тоже не стоит больших денег. Орловка. Вот здесь можно вот здесь очень интересная история с витражами. Можно вот эту показать? С дверями, да, дверями и витражами, да, вот эти. Да. Просто это настолько просто сделать, коллеги, может быть, стоит вообще во всех школах. Вот он, видите, да, такой. Он как бы на запад выходит, и когда внутри находишься в коридорах, да, он на просвет издалека виден. И вот мы когда ходили, ты куда ни сунься, все время через него И вот у нас появилась эта идея. Вот видите, да, вот здесь на модели. Вот эта модель. Вот здесь главный коридор, и она как бы издалека этот витраж виден. В принципе, вот, когда говоришь витраж, да, это сразу как-то страшно становится, это дорого, еще что-то. Ну, я вот, как бы у меня много друзей, знакомых художников, вот я с ними как бы работал, и есть очень такие недорогие технологии, когда главное вот витражи что, это как бы вот это ощущение света, чтобы он проходил. Это можно делать покупается арака, вот эта самоклейка, вот это разного цвета. Но надо, чтобы это делал художник. И он как бы из этих пятен, он как бы действительно как бы некое гармоничное такое соотношение делает. А это западное солнце, как бы там все время оно. И представьте, да, вот сейчас я картинку найду. Вот. Ощущение, да, вот как бы вот эта лестница, и вот если какие-то идут и вот эти пятна, да, просто мы потом хотели вот эти пятна обыграть, что они повторяются в каких-то этих отдельных стенках где-то, да, вот, в дверях, то есть получается свет идет через солнце, через это стекло, да, и он потом преломляется где-то в этих пространствах Вот Медер, он интересную штуку, да, подсказал, мы так зачем мы обсуждаем какие-то вещи. Он когда мы говорим о разных функциях пространства, да, он
назвал одну штуку интересную, перформативность, да. То есть это способность пространства, да, и меняться, да, и взаимодействие с окружением. Вот чтобы, вот понимаете, в чем фишка, да? Вот нам кажется, что дети в школе учатся там от учителя там, или от учебников. Дети друг от друга учатся, первое, да? А второе, да, что само пространство нас тоже обучает. Вот ты когда, вот кто не сидел, помните, вот в окошко там скучно уже этого наблюдать, в окошко смотришь, там птичка, там, да, вот или вдруг почки там начали распускаться. Именно вот этот момент тебе как бы интересен там, да, или там какие-то облака какой-то этот. И вот это ощущение, да, что не только книги, да, учат, а вот в чем смысл безопасной среды, да? Она не безопасна, она, знаете, она как бы с тобой взаимодействует, да, она тебе что-то подсказывает. И ты должен как бы это учиться как бы улавливать и взаимодействовать, тогда там что-то происходит. А если ты ничего не будешь это как бы ощущать, да, никакая безопасность тебя не спасет. Если у тебя вот этого нет чувства, да, вот некого тактильного, да. И вот в этом смысле все наши наработки, да, мы пытались какие-то, во-первых, и пространство оживить, а во-вторых, чтобы у детей, да, был вот этот дополнительный чтобы не было только коридор, класс, туалет, да, вот все. А чтобы у тебя была масса еще, вот как будто, ну, мы называем это типология, там, расширенная типология пространств, да. У тебя были какие-то закутки, где ты можешь с другом посидеть, там, да, или там несколько человек, или там классом собраться на улице, на пеньках, например, да, и там учитель там вам что-то расскажет, как бы, да. Вот это как бы, а у нас же климат нормальный. Вот я не знаю, вот, сколько я школ не видел, да, нигде нету нормальных террас. А при нашем климате, вот есть вот эти школы Блинкана частные, да, там мне показывали ребята, то ли где-то в Джалабаде, то ли в Кербене, они взяли, у них подпорные стенки какие-то такие, ну там что-то, газона нет. Они взяли сверху просто их, как скамейки сделали, деревяшками. И у них все уроки там, этого рисования, там, чего-то, они там на улице проводят. Вот это базовый коридор, вот видите, да, вот эти двери, то есть директор он молодец, ему надо медаль дать. Он победил в филенке. Во всех школах, да, вот это дебильная филенка идет, низ там одного цвета, верх другого. И идут эти какие-то стенды там, да, вот, и люди мучаются, как это побороть. Он просто взял своих, убедил, все закатали белой краской. И ощущение интересно, там идешь, да, вот этот свет идет, да, и вот знаете, как в художественной галерее, вот ощущение интересное. Единственное, мы ему еще подсказали, что если бы он пол другой цвет покрасил, потому что, не знаю, эти полы-то уже лет 100, наверное, так вот красят. Да, нейтральный цвет, и уже ощущение будет другое. Да, и вот эти двери, они как бы повторяются в классах. То есть, получается, белая стена, и на ней белые двери, это, знаете, надо как бы ну как вот, типа, найди 10 отличий, да, там это. Вот и что-то мы ходили, потом как-то осенила вот наша идея, да. Я вот нашел эти аналоги, да, ну, допустим, чтобы ориентироваться, да, вот, что в мире делается. Ну, просто тупо в разный цвет, уже как бы, уже что-то, да. Вот, потом мы посмотрели, да, вот я сделал такой разрез по 3 этажам, как эти двери из класса выходят. И вдруг представил, что вот эти коридоры на 3 этажах, это для меня это художественная галерея. А двери это какие-то картины, да, вот как бы И, в принципе, да, вот это, пожалуйста, вот. Ну, да, ну такие вещи, да, вот должны их красить, очень известные художники. Крутые, чтобы они внизу там ставили где-то подпись свою, да, и сейчас же эпоха интернета, да, вот, он что-то сделал где-то там, вот я могу там из Алматы пригласить кого-то еще, здесь местных там крутышей, в принципе... Ну, договоримся, да. Нет, и благодаря вот интернету, да, вот эта захолустная школа, да, она может там за несколько дней прославить. Это, например, курачный подход такой, просто он как бы монохром, ну, вот, подразумевается, что это цвет.
И все равно это психологически. Это из-за лесенных этих. Вы должны говорить гармонично или нет. Ну, это стремление к гармонии, по крайней мере. Пакет. Господа, спасибо, что подпянули меня, а то я долго...